В Ижевске назвали имена лауреатов и победителей окружного фестиваля «Театральное Приволжье». В финал проекта прошли 28 спектаклей из всех субъектов ПФО, поставленные силами молодежных и детских театральных коллективов. Прежде чем огласить имена лучших, эксперты долго совещались и спорили. Настолько высок был уровень всех работ. Авторитетное жюри расставляло оценки, особо обращая внимание на концептуальность режиссерской задумки, насколько оригинальна и свежа постановка. Еще один важный момент. На сцене дети и студенты должны были именно играть роль, а не просто произносить заранее заученные монологи. Убедительность исполнения приносила в копилку свои баллы. Учитывались и костюмы, в которые были одеты ребята, и декорации к спектаклю. В результате спектакль «Маяк» студенческого экспериментального театра «Пластики кафедра» Чувашского госуниверситета заняла второе место в номинации «Лучший молодежный спектакль». А актеры Вячеслав Краснов и Максим Васильев, исполнившие роль Маяковского в постановке, признаны лучшими актерами молодежных театров ПФО. Председатель жюри престижного окружного фестиваля в интервью нашему каналу честно призналась, что спектакль студентов ЧГУ ее потряс. Я была поражена. Я была уверена, что там профессиональные танцоры работают. Нет, студенты. И они настолько владеют телом, настолько они эмоционально раскачаны, настолько и режиссерское решение, пространственное решение, да, оно было просто на уровне профессионального театра, и это меня очень сильно впечатлило. В торжественной обстановке победителей фестиваля детских и молодежных театральных коллективов наградят в Ижевске 25 апреля, а лучший молодежный спектакль в этом году им стала постановка «Корова» авторского студенческого театра «17-я скрипка» Пермского края. В тот же день покажут на сцене Государственного национального театра Удмуртской республики. Но ждать почти целый месяц, чтобы его посмотреть, совсем не обязательно. Все постановки, ставшие победителями, призерами и финалистами фестиваля, уже доступны к просмотру на сайте «Театральное Приволжье.рф» во вкладке «Финалисты». Важно посмотреть и детские, и молодежные видеоверсии спектаклей. Мы их действительно улучшаем из года в год. Третий раз проводится фестиваль. Ну и естественно, какие-то там наработки появляются для того, чтобы выглядеть лучше, для того, чтобы выглядеть более эффектно. Конечно, театральная студия это применяет. В этой связи я просто призываю всех посмотреть сайт «Театральное Приволжье», где размещены все видеоверсии спектаклей.